Когда мы уже будем жить отдельно? Ты опять? Мы с тобой 100 раз это обсуждали. Я не могу просто так взять, бросить маму с отцом. Мы же не американцы, я единственный ребенок в семье. Подожди, ну всему свое время. Да и когда наступит это время? Вспомни, как ты за меня замуж выходила, как ты говорила. Вспомни, какая ты была. Сейчас совсем другая. Клялась, такая милая была. Я тогда твою мать не знала. Ты понимаешь, что это моя мать? Зачем ты так говоришь, какой-то монстр? Он нормальный человек, ты пойми, у него тоже свой характер есть. Я что, должна помогать? Ты вечно ее защищаешь. Ну, потому что это моя мать! Я ее люблю, понимаешь? Я люблю, это моя мама. Тебя я люблю, ты моя жена. Просто я ее люблю с детства, а тебя я люблю. Сколько? 7 лет? Сколько? Неважно. Ну вот тогда и живи со своей мамой, ясно? Я на рабство не подписывалась. Дорогие друзья, я хочу поделиться своим впечатлением от ролика и не могу скрыть своих эмоций. К сожалению, в молодых семьях эта ситуация становится типичной. Я вот вспоминаю, что есть у нас такие народные, национальные заповеди по триединству семьи, когда бабушки, дедушки, мамы, папы, дети жили вместе одной семьей. Почему эти традиции нарушаются? И вот сегодня, когда семья молодая только создается, почему-то это воспринимается, что она создается не для созидания и воспроизводства человеческого рода, в котором помогут и поделиться своим опытом старшее поколение, а какая-то борьба между родителями, то есть старшим поколением и молодой семьей. Я, конечно, понимаю этого молодого человека, который женился по любви, и он стоит перед дилеммой разделить свою любовь между заботой, любовью к своей матери, которая поднимала его, взрастила, воспитала его, и молодой женой, которую он любит, конечно, и у них уже ребенок. Я вижу, что в машине сидит маленькая девочка и смотрит пугливыми глазами, испуганными на родителей, на их спор и на этот конфликт, в котором молодая супруга говорит о том, что она не подписывалась на рабство. Если воспринимать, что семья – это служение и рабство, конечно, тогда в такой семье не будет никакого толку. Тогда такая семья пройдет через многие испытания. И даст Бог, если они на собственных ошибках научатся, будут правильными поступками. Я вспоминаю одну притчу, когда молодой человек, устав от прихоти, от того, что это старшее поколение, мама требовательно, жесткая с ним в отношениях, он устал и решил сдать ее в дом престарелых. И когда врач позвонил и сказал, что придите, ваша мама уходит, надо проститься, мама сказала следующую вещь: ты сделай ремонт в этом доме для престарелых. Зачем? Ты и так, мол, уже уходишь. Зачем тебе это нужно будет, мама? На что она ответила: тебе это нужно будет, когда твои дети тебя сюда повезут. Поэтому все это закон бумеранга. Надо быть терпимыми, толерантными, надо понимать и принимать как старшее поколение, так и молодое поколение. Я не думаю, что вины этой мамы, которая решила воспитывать свою сноху, нет. Возможно, есть какие-то конфликты, которые вызваны ее отношением к молодой супруге своего сына. Может, какое-то ревностное отношение. Но, тем не менее, компромисс нужно находить. Тем более, что вот что нас делает сильными, это только наша семья. Я вот за такие конструктивные, правильные отношения между старшим и молодым поколением.